Татары имеют более давнее происхождение. Общество принимало ислам. Татары не дружат с математикой? С X века Владимир шел на Волгу. Взгляд, с одной стороны, и на русскую, и на татарскую историю. Халиков, который в конце 70-х годов дал такую цельную историю происхождения татарского народа, где начальные этапы, это, конечно, была история все-таки вот этих самых булгар, и булгарская история с появлением булгар на страницах источников и вся история. Но и одновременно существовала историография, которая ведет свое начало, в основном от западноевропейской, турецкой, иммигрантской историографии, где указывалось на то, что татары имеют более давнее происхождение, что есть татары в Центральной Азии, и что надо вести происхождение татар именно оттуда. Но долгое время эти две точки зрения существовали как бы в разных плоскостях, в разных поверхностях и не соприкасались. И только можно сказать, что вот в начале нулевых годов появилась возможность совместить и создать цельную историю татарского народа. Ну так уж получалось, что в истории как бы сколько раз уже тысячелетий праздновали, но как-то оно у нас всегда какие-то события происходили. Закованную мечеть, если вспомните, она тысячелетие ислама, но ее как открыли, так и закрыли, то есть она тоже начала строиться в 2014 году, начало Первой мировой, и в 22-м или 26-м только ее достроили, открыли торжественно и закрыли. Да? 89-й год, это накануне развала Советского Союза, то есть это, по сути, можно сказать, время окончания атеизма, да? То есть как бы ислам объявляет о себе о возвращении, да? То есть вот этот Булгарский съезд. Выделил как важного деятеля Кубратхана, правитель Великой Болгарии, по сути своей. Та государственность, которая появилась на Средней Волге, во многом была заимствована с того времени. Второй я бы выделил, действительно, хан Алмуш. То есть народ мусульманский, да, безусловно, при всех возможных вариациях ислам в центре идентичности, поэтому 922 год, Алмуш, вот этот вот выбор, да, II века, когда этноним татар окончательно утвердился на Волге, да, и на территории нынешней этнически татарского народа, и были заданы многие тренды, которые не позволяют татарам уместиться в Татарстан, да, это сформирование улуса Джучи, да, 13 век. Татары, которые фигурируют как послы в государстве тюркском Каганате на поминках Бумын-Кагана. То есть 554 год, да, то есть это когда мы точно знаем, что это было одно из крупнейших государств наряду с Китаем и Византией, помянутые от уст татары. Следующей точкой отсчета, очевидно, это создание татарских княжеств вместе с уйгурами на территории Восточного Туркестана. Это уже IX век. И после этого восточные источники начинают фиксировать дашты татар как такую страну татар в Центральной Азии. Другой точкой зрения это, очевидно, становление на новой территории в Поволжье улуса Джучи, 1243 год. Важнейшая такая точка опоры. Другая, конечно, это 556 год, да, когда Казанское ханство окончательно пало, и татары оказываются в новой реальности. И следующее, это, очевидно, реформы Екатерины, которые позволили, дали толчок к образованию татарской нации. Я бы выделил, наверное, тоже так же Улуг Мухаммада. Подбор, согласен тоже с Искандером Ивановичем по поводу Шахбуддина Марджани. Для нашей истории это важный деятель. Но к пятым бы я определил, например, Резу Фахриддина,
поскольку с ним связана вот как раз, наверное, такая важная, он стал важным связующим звеном. Во-первых, он деятель дореволюционный, активный участник общественных процессов, как редактор журнала «Шурал». С другой стороны, после прихода советской власти он пытался сохранять вот эту мусульманскую уму огромную. И вот, может быть, какой-то был, почему он для татарского народа, в общем, является таким важным явлением вообще, поскольку он стал нескольким таким мостом дореволюционной истории татар. Дальше Улуг-Мухаммад, я согласен со всеми, да, то есть это столица Казань. Казаноцентризм, он непосредственно связан с Улуг-Мухаммадом, потому что так или иначе, благодаря выбору Улуг-Мухаммада Казани как столицы, благодаря образованию этого государства, Казань в России осталась имперским центром, да, потому что не Нижний Новгород, торговый, да, центр, не какие-то аграрные области, а именно Казань как центр администрации, потому что все-таки юридически хан был выше великих князей. Да. И вот этот выбор, он предопределил многое, вплоть до образования губернии с центром в Казани, образование здесь же университет, сначала в гимназии Елизаветинской, потом университет, за университетом пришла промышленность, да, там не просто какая-то кустарная. Даже икона, наверное, для православного мира. В том числе, да, ну а за промышленностью уже вот нынешний потенциал, поэтому, безусловно, это персоналия. Дальше, не было бы ни Шагабуддина Марджани, ни просветительства, если бы татары не отбили свою идентичность в середине 18 века, поэтому Батырша, конечно, да. Вот, все тенденции, они вот из этого узла, да, болезненного очень вышли дальнейшие. И консерватизм, и стремление себя сохранить, и стремление на своих условиях в диалог вступать, да, это вот это персоналия. Ну и дальше 17-18 год мусульманские съезды, свой съезды воинов мусульман, это и Садрин Максуди, и Илья Саутин. Образование государства и цивилизационный выбор. Вот эти два момента сошлись в точке прихода посольства, которое, с одной стороны, признает Булгарию как государство, но не просто, а исламское государство. И вот это вот для нас очень важно. И если мы хотим как бы точку какую-то найти, вот это как раз и есть эта самая точка. А цивилизационный выбор для нас, ну и очевидно в какой-то степени для даже современников, был в том, что они понимали, что объединить вот эти все племена, какие-то мелкие религии племенные не могут. Вот когда мы говорим об исторической памяти, вот обществу необходимо передавать, что это же определенный способ передачи своих представлений о прошлом, то есть способность вот это общество передавать из поколения в поколение определенные знания. И эти знания не могут быть, ну, как правило, не навязаны, их очень тяжело навязать извне. То есть, соответственно, у них есть некие представления о своем прошлом, которые они будут передавать. Любой народ сохраняет это и передает вот эти некие реперные точки истории. Эти даты ключевые. Да, вот одной из таких реперных точек все татарские историки, они так или иначе, почему они отсылали к Волжской Булгарии, почему появился вот это Булгар аль-Джадид, и впоследствии целые, там, в начале 20 века и в конце 19-го, и ваисовское движение во многом на этом строилось. Вот эти все идеи в любом случае восходили о том, что вот это принятие ислама являлось ключевой для, по крайней мере, историка 19 века, ключевой точкой вот, истории татарского народа. И поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, да, конечно, общество принимало ислам в более ранний период, обществу необходимо донести более простые даты. То есть мы почему и должны, ну, там, в какой-то степени и напираем на дату 922 год, поскольку есть известное историческое событие. Когда мы говорим о тысячелетней истории государственности российского государства, мы же не пытаемся сделать отсылку о том, что вообще государственность принесли викинги, а у них еще была государственность, соответственно, на еще более ранний период, и надо брать точку оттуда. Мы говорим о том, что вот они пришли в 862 году, потом захватили Киев, вот они такие конкретные точки появились. Концепция Третий Рим была, нам да, естественно, да. В татарском обществе в таком ключе, вот Анвар тут правильно говорит, переживалось скорее как гонение на
что последовало за этим на ислам, а не сама потеря государственности и гибели вот, значит, самой государственности и переход, значит, под власть иноверцев, что ли. А так или иначе, ну, татары народ, который во многом пользуется европейскими культурными, социальными практиками, да, и это не сейчас придумали, это давняя достаточно традиция. Почему это так? Потому что как раз вот рубеж первого-второго тысячелетий христианской эры, да, это период, когда народы, пришедшие, да, ближе вот к этим южным центрам исторической мировой цивилизации, да, выбирают одну из мировых религий. Алмуж в этом смысле он как бы рядом с Иштваном венгерским, да, с Олафом норвежским, в этом же ряду Владимир, да, это все народы, так или иначе, появившиеся вот в этих южных письменных культурах несколько позже. И вот некий рубеж, он тоже был очень размазан во времени на самом деле, да, мы это должны понимать. Но начинают делать выбор, и все делают выбор по-своему, да. Кто-то ориентируется на Рим, кто-то на Константинополь, а кто-то на Багдад. Когда же вот это падение Казани произошло? Почему такая путаница с датами? Татары не дружат с математикой? Или с чего? Нет, у татар и у историков все в порядке. Нет никаких разночтений, сомнений. То есть во всех источниках, ну, аутентичных русских источниках, штурм города, это приходится на 2 октября. Там есть День святых Киприана и Юстиния, то есть там дата не приложенная, то есть она совершенно четко определенная. Перевод даты, ну, еще раз говорю, что на самом деле никакие даты до конца 16 века не принято переводить в мировой историографии. Это нонсенс. Но если мы с юлианского календаря начнем переводить на григорианский, то для 16 века дата определена совершенно тоже четко. Это 10, надо прибавлять, 10 дней, да. То есть, значит, 12 это, если можно и лучше не переводить, потому что мы рассинхронизируемся вообще с мировой историографией. Ну ладно, допустим, мы решили перевести, но это 12 число. То есть русская историография такая официальная, ура-патриотическая, она говорит, мы сопротивлялись, мы должны были защищаться от набегов, кто-то даже интерпретации антитеррора делает, да, как у нас. Логово, да, победили. Ребят, с X века Владимир шел на Волгу. От какого логова он тогда защищался? То есть русские ходили по Волге с X века, потом XII век, войны Андрея Боголюбского, Всеволод Большое Гнездо, Юрий Всеволодович, никакого логова не было, тут конкретно борьба за Волжский путь шла. Дальше промежуток с XIV века начинаются с Великой Замятни, опять походы, да, никакого логова еще нет. Не только ушкуйники, князья, Владимирские, Суздальские начинают вовсю ходить. Первый случай применения огнестрельного оружия, да, это в Болгаре у нас, да. 1376. Да. То есть идея-то была вот такая, что и Федор Пёстрый рушит Болгар. Вот меня этот зазор между распадом Орды и образованием ханства всегда интересовал. Система государственности как наследие Улус-Джучи здесь существовала. И, скорее всего, было не завоевание Казани Улуг-Мухаммедом, а скорее то, что называется призванием казанской аристократии, авторитетного представителя золотоордынской чингизидской династии на престол. Русские в Поволжье, как жители вот этих городов, да, они присутствовали, да, эти слободы, эти кварталы были уже тогда. Если брать период там, того же 17 века, это когда земледельческая волна пошла в Закамье, да, это и русские переселенцы, и переселенцы из мишарских земель, и ерзяне, и чуваши, и таких моментов очень много. При этом никто же не говорит о том, что нужно всех сливать во что-то единое и лишать каких-то вот этих своих собственных памятных дней, да? Память политическая или политическая история. И вот государство действительно формирует и формулирует такие вот основные, скрепляющие, что ли, стержни, которые должны стать основой объединения народа.
И я правильно говорил, что, конечно, надо вот в качестве таких основных дат или мест памяти выделять те, которые являются такими показателями общероссийской истории, общенародной истории, не только касающихся истории, например, русского народа или татарского